Хочу прокомментировать нашумевший диалог между Сокуровым и Путиным. И без сомнения, теперь это уже абсолютно не вызывает сомнения, когда пешка, пехотинец Путина начал угрожать, или высказывать недовольство по команде из Кремля, конечно же, в отношении Сокурова после его слов и диалога, общения с Путиным. Сокуров известный пропагандист, человек, который много лет укрепляет, строит андроповско-сталинский или сталинско-андроповский, путинско-патрушевский режим КГБшный. И там в этом же своем диалоге, конечно же, Сокуров печется о том, что вот Россия она ослабевает и так далее, и так далее. Вот я вам сейчас покажу этот комментарий Кадырова у себя в Инстаграм. Как бы не ворочался ночью во сне Сокуров, говорит Кадыров, как бы сильно не чесалось у него, как бы он не хотел международного признания в качестве правозащитника. Обратите внимание, Сокурова скоро должны на Западе будут, видимо, признать, и этого не добиваются, правозащитником. Как бы ни пытался он снова развалить страну, Чеченская республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации. Точка. На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера. Не нравится мне эта продажная морда, заявил Кадыров. Но я сейчас вернусь к теме разговора Путина и Сокурова, но перед этим я хотел бы вам показать письмо интеллигенции, если можно сказать, русской интеллигенции, написанное в адрес европейцев. Хочу обратить ваше внимание, что письмо написано в 2000 году, сразу же после взрывов домов 1999 года. Сокуров, Антонов, Бакланов, Башмет, Герман, Градский, Жуковский, Жуховицкий, Казаков, Кудрявцев, Меньшов, Михалков, Моисеев, Наумов, Осипов, Лаверов, Оскотский, Петров, Прохоров, Райкин, Церетели, Шахназаров. Это такая компания, такая милая компания, которая до сих пор верно служит Кремлю и пропагандистам. И вот тут они пишут: уважаемые, я постараюсь поместить. Уважаемые господа, сегодня Россия переживает драматический период своей истории. Перемены в жизни нашей страны и становление нового государства, к сожалению, происходит на фоне военных действий на Северном Кавказе. Нельзя спокойно смотреть на страдания мирных граждан Чечни, ставших заложниками террористов. Прошу заметить, что в 1997 году чеченцы избрали себе президента и парламент при наблюдении около 50 государств мира и были признаны самыми честными выборами. И все террористические акты это были спецоперации, провокации российских спецслужб. Почти все. Межвоенным, между Первой и Второй войной, которые были. И вот дальше, что он говорит. Как нельзя не испытывать боль при каждом новом известии о погибшем российском солдате. Понимаете? То, что происходит в этом регионе страны, настоящая трагедия для всего нашего народа. Казалось бы, мировое сообщество, которое тратит силы и средства на борьбу с терроризмом, могло бы поддержать действия России, в буквальном смысле оберегающий спокойный сон своих граждан. Однако с первых дней антитеррористической операции ряд влиятельных западных политиков и бизнесменов подвергли нашу страну жесточайшей критике, призывая к ее изоляции. На высшем уровне
всерьез обсуждаются вопросы о введении режима санкций против России, объявления международного эмбарго на торговлю с нашей страной, а также приостановление членства России в ряде международных организаций. Особенно огорчает тот факт, что в последнее время в антироссийскую кампанию включились и весьма влиять известные и уважаемые на Западе деятели культуры и искусства. Это весьма тревожный знак, обеспокоены пропагандисты ГБшные. Мы не можем расценить его иначе, как перевести проблему из политической сферы в область массового сознания, тем самым дать старт формированию нового образа врага. Видимо, наметившаяся политическая стабилизация, тенденция к экономическому росту, а значит повышение конкурентоспособности России на мировом уровне, реально угрожает чьим-то интересам. Да, мы хотим жить свободно, богато и счастливо, но прежде всего Сакуров и его группка хочет жить, мы должны обеспечить, заявляет, мы должны обеспечить собственную безопасность, выбрав новым президентом России Владимира Путина, человека, взявшего на себя ответственность за операцию в Чечне. Граждане России ясно выразили свою волю. Мы призываем всех, как наших партнеров, так и оппонентов, с этой волей считаться. Это происходит, вот это обращение написано в самом начале Второй русско-чеченской войны, когда уже всем известно, когда уже на НТВ прошла передача про учение «Рязанский сахар», когда задержаны ФСБшники, когда Патрушев заявил, что это были учения, что там не было взрывчатки, а был сахар. Уже убито 300, взорвано в своих домах спящих русских людей, женщин и детей, по большей части, и мужчин тоже. Взорвано уже 4 дома, и при попытке подрыва 5-го дома задержаны 3 ФСБшников. И вот эти, так сказать, интеллигенция русской нации обращается к Западу. Не вводите против нас санкции, что вот мы такие все хорошие, и Путин борется с террористами и так далее. И спокойно смотреть на страдания мирных граждан они не могут. И испытывают боль при каждом новом известии о погибшем российском солдате. Они боль испытывают. Это тоже очень важный момент, который они отмечают. Но вернемся давайте к Сакурову и к Путину. И я буду дальше комментировать. Также хотел бы перед тем, как начать комментировать вот этот постановочный диалог между Путиным и Кадыровым, хотел бы рассказать о том, что Сакуров — это старый пропагандист, известный пропагандист, снимал фильм про Чечению, про нашу страну, куда оккупанты приехали, и он в 2017 году вышел этот фильм «Александра», хотя Сакуров очень много сделал для легализации вот этой преступного режима на Северном Кавказе, в частности в Чеченской республике Ичкерия. В этом фильме бабушка приезжает к убийце-оккупанту во временно оккупированную Чеченскую республику и показывает злых чеченов и таких человечных, добрых, которые любят бабушек. Русский оккупант, убивший 30% чеченцев, граждан Чеченской республики Ичкерия, в этом фильме пытаются показать с человеческим лицом. Фильм, конечно, ноль из себя представляет в смысле искусства, в смысле кинематографии, но бюджетные деньги Сакуров очень удачно, хорошо, видимо, попилил, и очень такая, ничем не отличающийся от советской пропаганды пропагандистский фильм. Но оставим этот фильм и вернемся к Путину и Сакурову. Итак, на встрече, онлайн-встрече, Сакуров заявляет, можно сказать, на первый взгляд, дерзкие вещи по отношению. И я даже скажу, почему это происходит. Во-первых, всем известно, что между чеченцами и ингушами Российская империя, Кремлевская империя хочет вбить клин.
2-3 года назад, 2 года назад, когда ингуши вышли на митинг против своей власти, мы знаем, что происходил геноцид ингушской молодежи, ингушского населения, как происходил он дагестанского и других, называя их россиянами. Хотя нас тоже, называя россиянами, сравнивали наши города и другие населенные пункты с землей. Но вот в Ингушетии очень была такая, она есть накопленная такая энергия, негативная энергия, потому что любой, кто высказывался против вот этого произвола, против вот этих пыток, убийств, страшных пыток просто, это ничего не прошло. У людей горе и раны на душе они остались. И была накоплена эта энергия. И очень были недовольны казнокрадом, убийцей, так называемым, назначенным из Москвы, президентом Евкуровым, ингушские граждане. И произошел такой спор, такое размежевание территориальное произошло. И некоторые говорят, это было связано с местом, где добывалась нефть. Для Роснефти нужно было, и там Евкуров и Кадыров там между собой что-то порешили. Некоторые говорят, что это было просто искусственно сделано. Но ингушам разрешили организоваться. Ингуши, в отличие от чеченцев, не намного, конечно, но в какой-то степени жили более свободно, и их не бомбили. Хотя, конечно же, зачистки, террор, массовый террор против ингушского населения тоже, конечно же, происходил. И вот вышли ингуши. И когда вот эта недовольная масса начала высказывать свое недовольство в отношении своего руководства, своей республики, произошла подмена, как обычно происходит. Если ты не можешь уничтожить, разъединить, то нужно возглавить и направить в нужное русло. То есть чуть-чуть сменить акцент. Вот, с Евкурова перенести на чеченцев. Ингуши высказывали недовольство против Кадырова, конечно же, потому что все в Чечне ненавидят Кадырова, хотя внешне проявляет лояльность, так как вынуждены проявлять. В противном случае вас будут массово уничтожать, как это произошло на протяжении вот этих последних 20 лет. Но вот в 2017 году, благодаря одному из сотрудников кадыровской вот этой полиции, который выехал сюда в Европу, дал показания, и мы узнали, что было казнено около, по моим данным, по данным нашей правозащитной организации Human Rights Center Ичкерия, около 100 человек в начале 2017 года было казнено, а Новая газета тогда сообщила о 27 установленных фамилиях. Пока люди боятся, 1937 год в Чечне доступил давно, который ждет сейчас всю Россию, да, и всех русских. С чем я, конечно же, предупреждаю вас всех. Неоднократно это делал. Ну вот, вернемся к той ситуации. И ингуши, конечно же, недовольны тем террором, который Кадыров Ахмат, который был рядом с президентом Асланом Масхадовым, который перешел на сторону русских. Но это всем известная история, и никуда она уже не денется. Ингуши тоже это прекрасно знают и очень сопереживают, помогали, лечились чеченцы и принимали беженцев в Ингушетии. Ну, все это было. И в этот момент, вот на этих митингах, на этих протестах очень сильно труханула власть, потому что развал России, точнее освобождение народов России из этого гулага народов произойдет, конечно же, с окраин. И это очень сильно испугало Москву. И тогда туда вклинились разные провокаторы ингушские, которые начали уже конфликт от недовольства власти переводить чисто в земельный, и даже уже он перешел из земельного в античеченский. Вот так это преподносилось. Были оскорбления чеченцев, а чеченцы в самой Чеченской республике оккупированной,
конечно же, не могли ничего высказывать, ну и все, вначале все прекрасно понимали. Но потом уже вот эта пропаганда, которая наворачивается, чеченцы не могут ничего говорить, это всем известный факт. Ничего нельзя говорить, выходящие за рамки. Флажки, красные флажки для волков обозначены. А ингуши в этом плане имели больше возможности высказаться. И в том числе в защиту чеченцев, которые не могут высказывать своего мнения, ингуши начали вот это высказывать. Это очень испугало власть. И вот тогда были задействованы все механизмы для того, чтобы активистов, которые организовали это все, посадить, привлечь к ответственности, и вот эту негативную энергию направить против чеченского народа, и сбить с толку ингушский народ. Потом с чеченской стороны, так называемой чеченской стороны, представители коллаборантов России, Кадыров, Даудов и другие, они начали уже высказывать недовольство в сторону ингушей. И какие-то официальные органы, такие там, ингушский Мехкел, там разные какие-то ученые, там, писатели какие-то, историки с ингушской стороны начали уже приводить доводы про чеченцев в оскорбительной, уничижительной форме. И вот этот конфликт до сегодняшнего дня развивается. И об этом конфликте говорит и Сакуров, и Путин. Я просто так вкратце попытался ввести вас в курс дела. Но давайте вернемся к Сакурову и к Путину и послушаем, что они говорят. Я вам расскажу, что они имеют в виду и к чему они идут. А не так, исходя из этой внешней оболочки их спецмероприятия. Давайте послушаем немножко Сакурова и Путина. Интеграционным южным регионам. В общем, понятно, что активная политика требует огромных и военных расходов, и крепких тылов. Так вот, я о тылах. Для меня тылы – это моя конституция. Конституция Сакурова, которая его буквально год назад была на пеньках изменена, и вносились изменения, делали с ней что хотели. Конечно, русский народ ее проигнорировал, российский народ. И та Конституция 93 года, которая на сегодняшний день существует, она из себя представляет Филькину грамоту. Путин в 2008 году по этой же Конституции больше не имел права баллотироваться. Но Путин сделал рокировочку, как он сам признался, и потом остался при Медведеве продлил срок до 6 лет полномочий нахождения у власти президента. И после этого, после Медведева, снова избрался, как мы знаем. И сейчас собирается до 2024 года сидеть. И, конечно же, снова менять эту Конституцию. Между прочим, в соответствии с этой Конституцией, чтобы было ясно, юридическая сторона вопроса, Конституция Российской Федерации принята в 1993 году, в конце 1993 года. Конституция Чеченской Республики Ичкерия принята в 1992 году, в марте, 12 марта. То есть на 1,5 года раньше Конституции Российской Федерации. То есть Чеченская Республика, Чечено-Ингушская Республика, получившие права Советской Республики, Союзной Республики точнее, и выйдя из Советского Союза, не участвовала в никакой политической жизни Российской Федерации, ни в референдуме той самой Конституции, ни в избрании президента Ельцина, ни вообще в какой-либо другой политической жизни России. Россия 2-3 года признавала Чеченскую Республику, и в конце 1993 года, когда она приняла свою Конституцию, незаконно вписала в свою Конституцию Чеченскую Республику. Так как в этой же Конституции указано, что Россия состоит из республик, входящих добровольно, то есть подписавших федеративный договор с Россией. Чеченская Республика, Ингушетия и Татарстан федеративный договор не подписывали, когда их туда вписывали. Потом Ингушетию обманули, ингушей, что им вернут
ингушские земли, которые находятся сейчас в составе Осетии, Северной Осетии. И ингуши предпочли сперва вернуть землю и там посмотреть, что из этого будет. А Татарстан подписал еще позже, Чеченская республика так никогда и не подписала. Поэтому и эта конституция, она, конечно же, представляет из себя Филькину грамоту. Но давайте дальше. Пересечение интересов гражданина с конституционными текстами. Я получил письмо недавно, которое адресовано вам, Владимир Владимирович, но часть этого письма я сейчас прочту. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаются к вам простые жители старинной Водской деревни. Ну, мы пропустим Водскую деревню. Не знаю, как к этому относится администрация Ленинградской области. У русских нет возможности развиваться. Сейчас русских там почти нет. Кавказ становится большая проблема. Сейчас поговорим о Кавказе. Давайте послушаем. Это то, что происходит на Северном Кавказе. Политическая, культурная, эмоциональная, экономическая проблема. При советской власти в республиках нервничали. Засилие русских, нет возможности развиваться. Сейчас русских там почти нет. Кавказ становится мононациональным. Вся власть в руках коренных людей. Развития нет или почти нет. Почему? Кавказских власть находится у местных, у кавказских людей. Конечно же, если Россия, так, кем она в Конституции, про которую говорит Сакуров, является федерацией, то, конечно же, ничего такого, что местные власти там не там находятся тех же национальностей, которые являются люди, которые проживают на этой земле сотни, тысячу лет. Никто же не удивляется, что в Ростовской области или Новгородской, оставим Ростовскую, другая история, Новгородской или Вологодской области нет чеченцев или ингушей, или там дагестанцев. Никто же не удивляется. А вот Сакурова это удивляет. И это говорит о имперстве вот этого пропагандиста, который с первых дней поддерживал Путина. И самый главный вопрос, Сакуров, который так дерзко разговаривает с Путиным, самый главный вопрос в том, что Сакуров и другие ему подобные не говорят почему-то о тех убийствах, которые совершает, о терактах, которые совершает Путин и его банда. Об этом почему-то никто не хочет говорить. Потому что, на мой взгляд, нет свободного развития молодых людей. У Конституции слишком много люфтов, слишком много политики. Но Конституция утверждает, что основной основой республиканского строительства является опора на разнообразие культур, на культурно-национальный уклад. Это очень важная позиция, за которой мы держимся очень много лет. И она важна на самом деле. Но вот собрались ингуши, опираясь на эту самую культурно-национальную традицию, собрали народный сход, потому что у них забрали часть территории. Это наглая ложь, конечно же. Именно поэтому я вам специально рассказал эту предысторию, которая там была. Да, это было поводом, и вот эта энергия, негативная энергия, которая накопилась в ингушском обществе, тогда она должна была как-нибудь выплеснуться. И очень сильно тогда Кремль труханул, побоялись, что вот это пойдет уже такое лавинообразно и против власти начнут выступать. И потому что там были такие лозунги, и там очень много высказывалось. Но вот это все продолжается. И наглая ложь из уст вот этого мерзавца, которого сейчас пытаются сделать, как говорит Кадыров, правозащитником здесь в Европе. И его сейчас вы увидите скоро, если мы, конечно, его не разоблачим вовремя и не собьем их планы, то его здесь на Западе тоже, как там, Ходорковского и Каспарова, начнут принимать. На основании культурно-национальной традиции. Они обязаны были собрать этот сход, обязаны были всем народам обсудить то, что происходило на их территории. Но в Москве это не понравилось. В Москве много лоббистов чеченского сектора, и москвичи решили активных ингушей заарестовать. Ну, тоже очередная ложь, конечно же. Арестовали, конечно, активных арестовали, но это, конечно, было по заданию, по приказу Москвы. Да? У чеченцев не так много власти, даже у этих активных лоббистов, как говорит Сакуров.
не такая власть, о которой здесь идет речь. Речь, опять же, я говорю, здесь идет о том, что под этим видом проведите честный опрос среди ингушей. Хотели бы вы привлечь к уголовной ответственности Евкурова, Зязикова, всех тех ментов из разных РУБОПов и других там отделов, где ингушей пытали, убивали целыми семьями ингушей. Мы почти каждый день видели разные так называемые спецоперации. Сколько запытано и убито ингушей. Там 1000 людей убито. Спросите их, вы бы хотели бы обсудить вот этот земельный участок, который находится где-то в горной местности, месте, где не пользуются ни чеченцы, ни ингуши этим куском земли. Эта проблема высосана из пальца. Или же вы бы хотели бы обсудить вопрос земли, или же привлечь к уголовной ответственности тех преступников, которые ограбили и убили ингушский народ. Задайте вопрос, и все встало на свое место. Но нам вместо того, чтобы наказывать преступников и казнокрадов, убийц, террористов и казнокрадов, нам подсовывают вот под этим соусом историю с землей, что вот ингуши там и так далее. Во-первых, чеченцы и ингуши это один народ. В силу имперской политики России, который сейчас разделен, даже не до конца. Я родом с западной части Чеченской Республики Ичкерия, которая граничит ближе к Ингушетии. Так вот, у нас чеченцы имеют, вот в нашем районе, имеют родственников в Ингушетии, а соответственно ингуши имеют родственников в Чеченской Республике. Мы даже не разделились еще до конца. Хотя усиленно пытаются разделить. И вот сегодняшняя вот эта мина, которая закладывается в этом интернете, пишутся разные статейки, книжки, вот там президент Путин с главным там режиссером страны, там Сакуровым, обсуждает этот вопрос, это закладывает вот эту мину. Сейчас Сакуров сделает реверанс в сторону ингушей и нападки на Кадырова, который якобы представляет чеченцев, что абсолютная ложь. Кадыров не может представлять чеченцев, он может представлять только Россию. У нас есть своя страна, и Кадыров это для нас не является никем, кроме гауляйтером, посаженным Кремлем на нашу шею. Несколько лет держали нальчики в тюрьмах с нарушением, как говорят адвокаты, всех норм процессуально. Это абсолютная правда. Те люди, которые вышли на митинги, которых держат уже 2 года, если не больше, 3 года, мне кажется, уже их держат в тюрьме, среди них есть женщина. Эти люди на самом деле с нарушением всех процессуальных норм содержатся, так как они не совершили никаких преступлений, кроме как требовали свои гражданские права. И для того, чтобы это все замылить и усугубить эту проблему, именно из-за того, что нехватки доказательств, которым легли бы в фабулу дела, их поэтому и держат так долго. Так часто бывает. Если доказательная база слабая, всегда идут затягивания вот этого процесса. Процессуальных норм. И вот 15 декабря Владимир Владимирович будет судить этих людей. Бог знает за что. Никто не знает за что. Ахмед Барахоев, Муса Масальков. Людей. Я присоединяюсь к этим просьбам. Моя ученица Марьяна Калмыкова сняла фильм с людьми из Ингушетии. Я восхищаюсь высочайшим уровнем культуры и образования ингушей в общественной среде, в государственных институциях. Такого знания русского языка, такой культуры русского языка, как среди ингушей, я не видел даже среди многих. Это реверанс делается в сторону. Что вот федерации русских все больше и больше начинают не любить. С нами хотят расстаться, многие не хотят быть в одной компании. Вот сейчас самый важный момент. Сейчас будет обсуждение, что на Кавказе не любят. Это подготовка идет общественного мнения, в первую очередь, для того, чтобы
начать репрессии против кавказцев, которые, несомненно, Путин и его банда КГБшная, сталинисты в лице Путина и Патрушева готовят. И это будет не только репрессии против кавказцев, как когда русские радуются и аплодируют, когда это происходит. И это тоже правда. А сейчас будут репрессии против русских. Против русских. Теперь мы в одной лодке, к большому сожалению. Мы пытались, чеченцы, вырваться из этой гулага народов, но нас убив 30%, 300 тысяч, среди которых 42 тысячи детей, нас затянули обратно. К большому сожалению, мы опять оказались в этом гулаге. К большому сожалению. Но теперь будем вместе расхлебывать это все. Многие молодые люди на Кавказе, а мне приходится иметь дело в силу обстоятельств именно с Кавказом, говорили открыто: вы, русские, не очень заслуживаете уважения. В начале своего разговора, если я не ошибаюсь, конечно, Сакуров сказал, что это письмо ему кто-то прислал, и ему это для Путина, и он его сейчас чуть-чуть зачитает. Теперь же он говорит, что вот он лично общался, и вот что-то... Или я путаю, или что-то Сакуров тут напутал. В Дагестане даже шутят, когда возникают экономические проблемы. Ничего, русский мужик заработает. Ну, это, конечно, очень смешная шутка. Но русский мужик всегда сидел на шее всех. Да, русский мужик качал нефть с Сибири, газ там, с Якутии, брал алмазы, золото и так далее. И вообще-то русский мужик является оккупантом и сидит на шее у всех. И дагестанцам так говорить, наверное, я думаю, или это провокаторы, или очень недалекие люди такое могли сказать. Ну или же, что более вероятно, Сакуров все это придумал. Ну или тот, кто ему дал эту записочку. Дальше они продолжают. Вы со всеми ссоритесь. Вы не можете справиться с бюрократией, коррупцией. Слишком добренькие. Не можете создать... Слишком добрые. Слишком добренький, понимаете? На Кавказе устроен геноцид. И какой-то дагестанец, он ему говорит, заявляет, ведь в Ингушетии был геноцид, но и в Дагестане был геноцид, и во всех республиках был вот эти репрессии, вот этот геноцид. Это были страшные времена, которые только сейчас просто на время утихли. Ничего не прошло, и никто ничего не забыл и не простил. Как с этой стороны, так и с другой. И тут он рассказывает, что вы добренькие. Кто говорит, что Россия добренькая? Спросите грузин, спросите украинцев, спросите нас, чеченцев, добренькие русские или нет. И вы узнаете, насколько они добренькие. Экономику, обладая мировыми богатствами. А мы разные, и религия у нас разная, и климат-то у нас получше. Будете воевать с НАТО, мы на вашей стороне воевать не будем. Это говорят молодые люди. Да? Наверное, это какая-то особые люди, может быть. А может быть, совсем уже и не особые. И в России, и на исламском, теперь уже мало развитом в Северном Кавказе, а меня очень беспокоит замедленная и вообще стагнация культурного и экономического развития Северного Кавказа. Главная проблема – это проблема, конечно, молодежи, как мне кажется. Вот получается, что народ все же старается смотреть вперед, а Конституция под ноги. Какие проблемы я бы хотел, на какие проблемы, как гражданин, я бы хотел обратить внимание нашего высокого собрания. Я буду торопиться, простите меня. Первое. Страшная политизация жизни в стране. Аполитичность правящей партии. Как это? Нам строительство в северо-западе, но убежищ для приема тысяч терпящих бедствия людей не совсем поверило государству. Организации, о чем вы постоянно говорите, еще жива. Надо прекратить преследование общественных некоммерческих организаций. Про мемориал говорили, не буду ничего добавлять. Не будет. Это самое главное, он пропускает. Самое главное, уничтожение мемориала, говорили, не будет добавлять. На самом деле, мемориал это была единственная организация, можно сказать. Там, конечно, не до конца выполнялась вся работа, как следовало это делать, нечестно все делалось, но там были абсолютно честные, искренние и порядочные люди, некоторые, которые отдали свои жизни, защищая права людей. Поэтому, конечно же, мемориал можно не говорить. Лучше поговорим о том, что на Кавказе нету
русских, да, их выселяют, их моноэтнический становится Кавказ. Кавказ всегда был просто перепутьем, да, всех, только в Дагестане можно посмотреть, да, более 30 народов, национальностей. Конечно, имперец, и это спецоперация, без сомнения. Вот это спектакль, который они разыгрывают. Часто вот вспоминаю вот эту страшную историю с самосожжением Ирины Гёте, депутат, выступая за справедливость. Россия не должна строить дороги, восстановим во время войны. Сама погибает, если ты на стороне с нами в одном государстве. Страстно говорю. Извините. Да, есть за что извиниться. Ага. Есть за что извиниться. Значит, потому что у вас не выступление, а манифест. Так, вот этот массовый убийца сейчас разыгрывает спектакль, да, и хочет показать, что с Путиным можно спорить, разговаривать и так далее. И теперь Путин свою заготовку отвечает. Внимание. Набор проблем и набор страхов, которые есть у какой-то части наших граждан, всегда так бывает. Какие-то из них, может быть, относятся к вещам, лежащим на поверхности и гипертрофированы, какие-то выбраны очень странным образом и для меня совершенно непонятно. Ну, например, вы сказали о том, что все республики носят национальный характер теперь. А разве раньше было иначе? Разве при Советском Союзе было по-другому? Конечно, было, Путин, конечно, было по-другому. И сейчас ничего не изменилось. Национальный характер они не носят. Знаете, как было в советское время? Русские советские коммунисты, большевики, они должны были говорить за интернационал. А нацменьшинства, большевики, которые представляют, они должны были говорить об объединении с Россией, слиянии с Россией. Это было четкое указание как Ленина, а потом уже и Сталина. Поэтому, конечно же, было то же самое, но изменения никакого не произошло. Сидят казнокрады, потомственные казнокрады, КГБшные стукачи, которые делают все возможное, чтобы бросят этот свой народ, и дагестанский, и ингушский, и чеченский, и кабардинский, и все остальные, в огонь, для того, чтобы их оставили этой кормушки у этой власти, и они могли дальше распоряжаться вот этими потоками, которые выделяет им, вот этим гауляйтерам выделяет империя. Только теперь у нас нет права выхода из единого государства. А там было право выхода без всяких ограничений. Право выхода — это просто смешно. Да, было такое право на самоопределение, там все это указывалось. Но как только вы начинали об этом говорить, вы сталкивались с реальностью. Все это была ложь, абсолютнейшая ложь. И вы сразу попадали в психушку. Как это ты хочешь выйти? Ну или в тюрьму, ну или в могилу. В конце вы сказали о том, что давайте отпустим всех, кто с нами не хочет жить. Вот это самый... Знаете. Это самый главный момент, который Путин и Сакуров должны были разыграть этот спектакль. Кто с нами хочет жить, а кто не хочет. Давайте проверим. Давайте проверим. Проверяли, в том числе и в ходе голосования по Конституции. Вот посмотрите, как люди голосуют. Если кто-то сомневается в моих словах, там, что я там как-то предвзят по отношению к России и к русским, произнося правду, да, иногда правда она болезненная, то, обращаясь к русским, могу сказать, посмотрите, как проходят выборы. Вы считаете, в Москве, где большое количество журналистов, наблюдателей, там более свободное общество, несмотря ни на что, это факт, и геноцид русские еще пока не пережили, в отличие от чеченцев и других народов Кавказа. Вы видите, как проходят выборы.
вы все граждане, которые вы прекрасно, ну, кто маломальски принимает участие в политической, общественной жизни, ходит на выборы, вы все знаете, что это фальсификация. Вот с наглой рожей вот этот человек заявляет, что были выборы, была конституция. Знаете, как была в 2003 году принята конституция Чеченской Республики? Наш президент, еще живой, Аслан Масхадов, находится в подполье. Его близкий соратник Муфти, который объявляет джихад России, хотя его нужно было объявлять не России, а Кремлю и КГБ, Лубянке его нужно было объявлять. Но он, как человек Лубянки, объявляет этот джихад России, это в первую русско-чеченскую войну, и затягивает всю Россию в этот конфликт. И он переходит на сторону русских, еще в начале 2000-х, еще в начале 99-го он переходит на сторону русских. Ну, он и был, оказывается, агентом. Потом его просто задействовали. Была консерва, которая должна была в любой момент задействоваться. И еще живой избранный президент чеченским народом на честных выборах при участии наблюдателей там 40-50 стран, ОБСЕ, признаны во всем мире самыми честными на постсоветском пространстве. В это время каждый день происходят диверсионные нападения, убийства российских солдат, убийства мирных граждан и гибель наших партизан. Каждый день. На выборах 2003 года Конституции Чеченской Республики, первой главе, первой статье написано, что Чечня является неотъемлемой частью Российской Федерации там, и так далее, и так далее. Так вот в этой Конституции принимало участие в голосовании по подсчетам наших наблюдателей и независимых экспертов не более 3-5% от всех граждан Чеченской Республики, Ичкерии, временно оккупированы. Но и одновременно с этим принимали участие оккупационные войска, которые были загнаны на нашу территорию в огромном количестве. Потому что каждый день происходят взрывы, подрывы, диверсионно-минная война идет активно. И в это время проводятся вот эти выборы, так называемые. Посмотрите просто по новостям в Ютубе, посмотрите, вы увидите толпы людей, идущих голосовать или нет. Голосовали оккупанты за эту конституцию. Завели войска, и они же голосовали, ну и местные там 3-5%, которые надеялись, что наступит мир, или там просто оболваненные пропагандой, ну или же их прикормленные товарищи. Это наглая ложь, абсолютная наглость. Все, что исходит изо рта этого человека, это наглая ложь. Можно как угодно сейчас на этот счет дискутировать, и сколько угодно долго. Так? Но я вас уверяю, что подавляющее большинство людей понимают, с чем они столкнутся, если они будут действовать по-другому. Вот это самое главное. Вот здесь, конечно же, не соврал вот этот врун. Конечно, мы понимаем, мы только что пережили геноцид. Конечно, никто не будет возмущаться. Да? Убивают за то, что я был вынужден уехать, потому что я бы сел в тюрьму. И вы прекрасно все знаете, тот, кто говорит на русском языке и имеет маломальское отношение к России, что внутри России нельзя говорить то, что ты хочешь. И ты знаешь, с чем ты столкнешься. И в этом, конечно же, он прав. И чеченский народ, кстати говоря, знает это лучше, чем кто-либо. Абсолютно верно. Вот о чем я говорю. Мы прекрасно знаем. У нас 30% убили. 30%, понимаете? 30. Это как от 90 миллионов русских, да, которых сейчас может 100, убить 30 миллионов русских. Да, или от 90%, от 90 миллионов там, убить 27 миллионов русских. Вы можете это понять, насколько большие, колоссальные потери мы понесли, благодаря вот этим имперцам? Вы говорите о многообразии. Провели пример Дагестана. Ну, пример, кстати, очень хороший. Дагестан – это многонациональная республика. Что предлагается? Разделить весь Дагестан? Или Карачаево-Черкесию?
разделить Карачаево-Черкесск. Там много вопросов. Я знаю очень хорошо. У нас 2000 территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории? А вот это самый главный вопрос. Они боятся, они сейчас будут спекулировать, что вы хотите повторения Югославии, и вот на это будет сейчас. Будем спасать Россию от развала там и так далее. 21 год Путин поднимал с колен, и через 21 год опять разговор о каком-то развале, о какой-то Югославии. К чему мы пришли, получается? Что делали эти люди на протяжении, становясь миллиардерами, мультимиллиардерами? Да, все, кто коснулся вот эту клику, рядом постоял, озолачивались. Зато народ нищал, посмотрите, что происходит. Люди умирают от коронавируса, от онкологии. Нету ни больниц, ни школ, ни образования. Все вузы России, я здесь в Германии живу, все вузы в России не представляют из себя уже ровным счетом ничего. Все, в мире они не котируются. В советское время хоть какая-то была конкуренция. Потому что все разворовали, все разграбили. Все умные люди уехали, потому что жить в стране чекистов, в стране террористов никто не хочет. Умные люди не хотят. Остаются те, кто не может уехать в силу разных обстоятельств. И электорат вот этих людей. Я хочу предложить думать. Нашей Конституции 100 лет. Нашему строительству 100 лет. Александр Ильич, у нас с вами же сейчас не дискуссия, у нас обмен мнениями. А то мы сейчас превратимся в какое-нибудь ток-шоу и будем друг друга перебивать. Ну, вообще-то я думал, дискуссия и обмен мнениями это одно и то же. Ну ладно. Я вас знаю очень давно. Отношусь к вам с большим уважением. Он к вам тоже, не волнуйся. Но прямо скажем, далеко не всегда точно. И некоторые вещи следовало бы как следует сначала рассмотреть и подумать. Например, отношения среди войнахов. Смотрите. Я прошу вас относиться к этому очень серьезно. Да, повторяю еще раз, 2000 разных претензий на территорию России. Не буди лихо, как у нас говорят. Вот, смотрите. Только что произошло штампование людей под видом иноагентов. Теперь любой человек, который получил деньги из-за границы, может быть признан иноагентом. За любой комментарий, мы знаем, в интернете уже давным-давно людей сажают. Огромное количество людей уже сидят в тюрьмах. Уже большинство людей уже взято на карандаш, которые следом пойдут. И массовые посадки и потом массовые расстрелы — это то, что сейчас нужно Путину и его банде. Может по-разному сценарий развиваться. Мы сейчас говорим просто теоретически, со многими, не строя никаких иллюзий, можем обсуждать вещи там, со многими неизвестными пока. Поэтому направление развития этих событий может пойти в разную сторону. Но одно из этих развитий — это начало войны с Украиной. И после этого пойдут трупы, пойдут гробы. Начать закручивать гайки и сказать: вот смотрите, вы что хотите, чтобы как там в Югославии это произошло, вы хотите развала страны? А кто тебя просил нападать на Украину, допустим, да? Нападать на Грузию? Кто просил тебя? А ты же сам довел страну до этого. А почему довел? Потому что настало время закрыться от всего мира, и вот эти люди, безвольный, слабый русский народ, который пока безвольный и слабый, подчинить себе и в этом направлении двигать свои интересы, чтобы вот это новое дворянство, которое на самом деле оно и не новое, это партократия еще со времен Сталина, которые никогда эту власть не отпускали. Какое-то время эта партократия делила власть на три части: КГБ, партия и армия. Ну, КГБ сейчас полностью безраздельно правит всем.
И армию она использует как инструмент. И армия уже не та влиятельная сила, которая была раньше в советское время. И это, в принципе, был единственный сдерживающий фактор, которого сейчас нет. И КГБ это, да, это реально новые дворяне, которые будут из поколения в поколение передавать власть своим детям. И здесь про вайнасский народ он говорит, нет никакого вайнасского народа. Мы чеченцы, ингуши, это один народ. Мы братья. И благодаря вот имперской политике России нас сейчас пытаются разделить и практически разделили. Но есть ингушский народ, есть чеченский народ. Есть нохчи, есть гала. Мы разделились, почти разделились. Большая проблема, большая нехорошая тенденция, но факт, исторический факт, с которым мы миримся, и ничего с этим не поделаешь. Но здесь, в Европе, например, нет никаких границ. Люди, которые воевали веками друг с другом, Франция, Германия, там, я не знаю, другие государства, которые здесь воевали, вы можете проехать от Франции до Дании и докуда угодно, не останавливаясь вообще нигде, и определять, что вы пересекли границу только по навигатору, который, видите, и меняется язык на этом навигаторе. Ну или приходит смс на телефон, что вы пересекли и находитесь там на другой территории. Все, вот так вы определяете. А что нам с ингушами делить? Это Путин хочет, чтобы так было. Это Лубянка так хочет. Мы этого не хотим. И между нами нет никаких разграничений и разделений, кроме тех, которые нам навязывает Москва. К этому очень серьезно нужно относиться. И поверхностно, вот так вот на всю страну об этом говорить, непозволительно даже вам. А это уже на то, что даже Сокурову нельзя обсуждать эти темы. Значит, в этом замороженном состоянии должно это все оставить. И говорить об этом нельзя. В самом начале своего разговора Сокуров говорит, что мы должны, события развиваются очень интенсивно, и там происходят такие накручивающиеся опасные вещи, тенденции. Надо спасти ГУЛАГ, ГУЛАГ народов нужно спасти. Но не нужно его спасать. Не нужно. И обсуждать это нужно, и говорить об этом нужно. И мы рождены свободными, и должны умереть свободными, а не в подчинении каким-то крысенышам из гибни. Уверяю вас, это опасные игрушки. Мы это проходили. И, как я говорил при прошлой нашей дискуссии, люди в нашем с вами возрасте и вашем на войну не пойдут. Что касается нашей армии, не беспокойтесь за нашу армию, с ней все в порядке, она развивается. И в такой сложной организации, которая насчитывает там 1 миллион человек почти что, не может не быть проблем. Но если посмотреть на нашу армию середины 90-х и сегодняшнюю армию, достаточно почитать только характеристики нашей армии со стороны тех, кто объявляет нас противником, чтобы понять, какую дорогу развития прошла наша армия, где она находится сейчас и на что она. Армия российская на самом деле никуда она не развилась. Это полная ложь. Российскую армию мы гоняли как могли, просто как коз гоняли. Сейчас он говорит, новая армия. Посмотрите, что было в Украине. Несмотря на то, что государство украинское было полностью обезглавлено, было инфильтровано агентурой российской, обычные добровольцы остановили вот эту армию, о которой говорит. Да, из-под тишка, да, когда украинцы думали, что им русские братья, и просто у власти и президент, и службы безопасности, и министр обороны, и вот этот СБУ возглавляли россияне, агенты российские. Да, в этот момент они смогли захватить, когда украинцы просто не понимали, что происходит. Но как только украинцы собрались и выстояли, они куда дошли до первого места, вот там они и остановили этих.
Дальше не поперла русская армия, потому что нет русской армии. Все это фейки. Когда вы зарабатываете миллиарды, сотни миллиардов, когда вы ограбили весь, вывели триллион, 2, 3, речь идет иногда о 4 триллионах долларов, которые из России здесь в банках находятся. Вот у этих людей, награбивших вот эту страну, ограбивших эту страну, то речь не может идти о какой-то сильной армии. Да, есть убийцы, есть подготовленные там специальные группы, которые могут ликвидировать кого-то. Но воевать, как это делает армия, они не способны. Самые боеспособные являются кадыровцы у них. Вот если исходить из этого. Самые боеспособные, которые обучаются. А с кадыровцами, я думаю, наши бойцы очень быстро справились бы. Но мы, конечно, не будем пока вмешиваться. Мы посмотрим за развитием событий в России. Рассчитывать в ближайшее время. Поэтому потом такие вещи, как кто находится у нас на довольстве. Можно как угодно относиться к Беларуси, Это тонкий взаимопонимание и выстраивание таких отношений на взаимовыгодной основе, которые привели бы нас к повышению нашей общей конкурентоспособности. Люди крайних взглядов у нас тоже такие есть, к сожалению, да, которые говорят, давайте мы все распустим, значит, будем жить так, как мы хотим, а мы и живем так, как мы хотим. Мы распустим тех, кто с нами не хочет. Повторяю еще раз, а почему вы решили, что подавляющее большинство людей в республиках не хочет? Наверное, там есть такие. И кровавый период середины 90-х, начала 2000-х нам показал, о том, к чему это может привести. Ну, разве вы этого хотите? Мы этого не хотим. Значит, поэтому распускать людей с подобными взглядами – это очень опасная штуковина. Она может очень плохо закончиться. Да, она может очень плохо закончиться для Путина и КГБ. И в начале 2000-х, и в середине 90-х, когда начиналась первая русско-чеченская война, о которой говорит Путин, и вторая русско-чеченская война, начиналась по инициативе КГБ, Степашина, потом уже Путина и другой вот этой клики, которая была вокруг Ельцина. И Ельцин не зря передал, и не случайно это произошло, что именно КГБшникам передал эту власть. И не случайно кандидатами в президенты, премьерами, которых менял Примаков, Путин, Степашин, были КГБшниками. Это все было не случайно. Конечно же, это было ведомство. И Россия находится во власти КГБ. И пока КГБ не будет привлечено к ответственности, Россия не сможет жить и развиваться, стать нормальной страной. Вот в чем вся проблема. И, конечно же, придется кому-то ответить. И ответить придется Патрушеву и Путину в первую очередь. Ну и, конечно, этой банде КГБ. Пока не будет люстрация, пока не будут проведены открытые судебные процессы, открыты все архивы, рассекречены взрывы 99-го года, которые засекречены. Вы можете себе представить, басаевские теракты, единственные, которые засекречены, так называемые басаевские теракты, которые засекречены, это взрывы 99-х годов. И это единственные акты диверсионные, террористические, которые легендарный генерал Шамиль Басаев не взял на себя. Странно, да, вам не кажется? Почему же он не взял, если и эти взрывы произошли именно тогда, когда Путин пришел к власти, и бенефициаром был только лишь Путин и КГБ, и его окружение. Все. Чеченский народ от этого пострадал, русский народ от этого пострадал. Все потеряли, а приобрели вот эти люди, вот, которых вы видите на экране. Ну, вот этого, Сакурова и всех остальных. И здесь мы многое сделали для того, чтобы уйти от этой опасной черты. Да. Не надо толкать нас назад. Не нужно. Вот что касается того, что мы кормим кого-то или не кормим, распустить, не распустить. Разве русский народ, об интересах которого вы сейчас сказали, разве он заинтересован в разложении и в распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия, которая создавалась как многонациональная и как многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию? Ну, в НАТО это хотят сделать.
том-то и проблема, что НАТО этого не хочет. Это огромная проблема. США и НАТО этого не хочет. И они даже не хотели развала Советского Союза. Развал Советского Союза произошел потому, что сталинист, обращаю ваше внимание, сталинист Горбачев, креатура Андропова, который пришел к власти, пытаясь спасти колхозно-совхозную экономику, которая уже не конкурентоспособная была. Он был вынужден просто сделать вид, КГБ должно было сделать вид, что вот они как-то выводят войска из Афганистана, рушат стену берлинскую между Западом и Востоком Берлина и так далее, и так далее. Это был такой вынужденный шаг КГБ. А американцы этого не хотели, НАТО этого не хотело. А им нужен был слабый противник, который изображает из себя сильного. Как, например, сейчас это делает Северная Корея. Но Северная Корея слишком маленькая и несерьезная. А в этом плане было очень удобно иметь такого противника. И на этом противнике делать себе хороший авторитет для Запада. Но эти поняли, что ими там пользуются. И они тогда начали просто мимикрировать и обманули уже Запад. Но русский народ, российский народ и все другие народы, которые от этого мы не выиграли. Да, некоторым удалось, странам Балтии удалось вырваться. Украина до сих пор вырывается, пытается вырваться и вырвется обязательно. Но выиграла КГБ, как всегда. Я хочу предложить подумать о том, что происходит в стране и как она построена. Подумай. Я предлагаю думать, Владимир Владимирович. Александр Николаевич, а кто же против того, чтобы думать? Так перед тем, как вот это сказать, надо было хорошо подумать. Приходите ко мне, мы с вами... Вот два друга. Смотрите. Вы знаете, как я... Почему я так подумал, что это спецоперация? И, несомненно, теперь, конечно, у меня нет ни малейших сомнений. Вот после этих слов Путина, когда он говорит, приходите ко мне, мы друзья там и так далее. И в это время пехотинец Путина, Кадыров, который ничего не делает без разрешения Кремля и Путина, говорит, что вот там это... Его нужно проверить на экстремизм, там, привлечь к ответственности и так далее. Президент приглашает к себе Сакурова, а Кадыров говорит, надо его привлечь к уголовной ответственности. Какой Следственный комитет посмеет Сакурова привлечь, когда Путин просит Сакурова прийти обсудить? И потом Сакуров заявляет, ой, я боюсь за свою безопасность. Это наглая ложь, наинаглейшая ложь. Это спецоперация, без сомнения. Относитесь к нашим встречам и дискуссиям. Я с удовольствием с вами подискутирую. Но прежде чем говорить такие вещи публично, надо хорошо подумать. Вы не сердитесь на меня, пожалуйста, но это очень серьезные вещи. Но лучше сказать прямо. Лучше сказать прямо. Нет, некоторые вещи лучше сказать прямо, о некоторых вещах лучше помолчать. Некоторые вещи очень беспокоят. Позвоните, приходите, обсудим. Вопроса нет. Пожалуйста. Просто это очень тонкие вещи, очень тонкие и чувствительные. Можно легко обидеть, кого-то оскорбить. Это помешает нашей созидательной работе, а не поможет. Созидательной работе. Вот. Что касается вашего предложения или просьбы, которую вы передали от этого села Лужницы, то, конечно, на это нужно обратить внимание. Я обязательно это сделаю, вам, безусловно, обещаю. Все. Вот на этом я бы хотел подвести итог и сказать, что коротко, конечно, не получилось, как обычно, но это надо было разъяснить для тех, кто не в теме, как говорится. А многие не в теме пребывают в иллюзии вот этой паутине, в тумане пропаганды. Это говорит о том, что вот я могу делать вывод, что Сакурова сейчас будут выводить на уровень, из него делать правозащитника, сейчас Кадыров на него наехал. Потом одновременно это подтверждает, что можно спорить с Путиным, что он не такой тиран, как нам пытаются представить. Хотя на самом деле происходит просто абсолютизация тоталитарного режима, происходит оттачивание вот этого режима.
тоталитарного, который, если не свергнуть, да, очень, очень далеко зайдет. Опять же, если не свергнуть, силовым путем, если сейчас это делать, это вот этому режиму сейчас это будет выгодно. Нужно немного еще давления со стороны Запада, и мирным путем, только лишь мирным путем пытаться противодействовать, подчеркивая, что это делается мирным путем. В том числе я предупреждаю русский народ, который сейчас может очень сильно пострадать, подвергнуться репрессиям, и произойдет, как я уже сказал, абсолютизация вот этого тоталитарного режима. Также этим спектаклем, наверное, еще будет развитие этого спектакля, еще какие-нибудь акторы подключатся к этому действию. Кадыров Рамзан представляется такой фигурой, которая может, несмотря на то, что там Путин приглашает, очень уважительно относится к Сокурову, верховный главнокомандующий, что Кадыров может такое заявить. Показать, что Кадыров это такая независимая фигура и так далее, и так далее. Для того, чтобы все убийства Кадыров для этого и взращивается, как в качестве вешалки, на которую вешают трупы КГБшники, и в первую очередь администрация президента и лично Путин. Для того, чтобы показать, что мы же не виноваты, это дикий чечен, который нами не управляем, и это он убивает. Ну и потом настанет время, когда, конечно, Кадырова тоже сольют, и его конец будет, конечно, печальный. Печальный для него, ну не для нас. Так, всего самого хорошего, все будет Ичкерия. До свидания.